Девочки, ну вот прошла моя первая капельница. Пролежала я, наверное, часа полтора. У меня две бутылки. Одна очень медленно, но вторая чуть поменьше. Вечером тоже должна приехать я на уколы, на капельницы. Начала лечение, лед тронулся. Иншаллах, будет легче. Хотела сказать, что иногда, знаете, бывают такие моменты, какой бы ни был хороший ролик, все равно находятся люди, которые со зла хотят что-то написать там или плохое. Сегодняшний ролик, который вышел вчера, сколько положительных комментариев, ни одного мне не пришлось удалить, ни одного. Просто бывает, не обращаю внимания уже, я на это все внимание не обращаю, просто молча блокирую и все. Потому что я понял, это такая категория людей, с которым что-то писать и бороться с ними бесполезно. Их просто заблокировать и все. Вот. Но ни одного не пришлось удалить. А сколько комментариев много, сколько лайков, сколько людей адекватных и желают мне здоровья. Действительно, национальность не имеет никакого значения. Люди разные, нет плохой нации, есть плохие люди. Совершенно верно. Вам огромное спасибо. Все вы мне рекомендовали на лечение. Многие прислали в личку, как они лечились, и схему лечения. Просто до слез приятно. У меня такая, просто подумайте, какая у меня огромная семья. Это вы есть. Я во всем теперь живу спокойно в этом плане. Я знаю, что вы всегда мне посоветуете. Народ, люди, это хорошо. Люди всегда... Сколько я к вам обращалась за помощью, когда нужно было беженцам, или погорелцам помочь, либо больным людям каким-то, либо деткам. Вы моя семья. Пусть Аллах будет вами доволен. Спасибо большое, огромное за каждое ваше доброе слово. И пускай все ваши хорошие деяния, все это ваши хорошие отношения, сострадание ко мне, к совершенно чужой женщине, пусть умножится в 100 раз хорошими делами, чтобы вам во всем было все, чтобы семьи ваши были здоровые, чтобы все у вас в 100 раз было лучше, чем даже вы пожелали мне всего этого. Я от души желаю. Спасибо большое. Сегодня вечером тоже приеду сюда. Уразу будем открывать вместе с девочками. Возможно, вы уже будете это смотреть после этого. Сейчас немножко покажу вам, как на улице уже расцвело. Здесь прошел субботник, девочки побелили, поубирали. Везде такой порядочек. Но сейчас я вам покажу. Уже красота. Уже прям зелень началась такая хорошая. Сейчас покажу. Смотрите, как красиво. Все выбелено. Везде порядочек. Здесь все. Траву покосили. Там все выбелено. Уже вот сады начинают цвести. Цветут вовсю. Но у нас тут введено позже это все наступает. Но уже как деревья озеленились. Недавно все было серое. А уже прям хорошо. То у нас дальше виднеется военный городок, военная часть. Вот. В такой же военной части служит Висхан, только это батальон Юг, а Висхан служит батальон Север. Вот такие вот дела. Чистота везде. Смотрите, как аккуратно травку покосили, побелили. Везде порядок. Птички поют, прям уже такая свежесть, горы уже все озеленились. Такой свежий воздух, прям, ой, не передать, какой чистый воздух. Птички поют, везде зелень, горный воздух. Да. Очень-очень хорошо. Так, ну я пойду сейчас еще на укол зайду. Этот Фарумлек мне укол сделают и вызову такси, поеду домой. Уже все, я прошла, а вечером я приеду еще. Друзья, всем доброго времени суток. Все, я уже делаю лечение. Положили меня у себя в своем отделении. Хорошо, когда в свое отделение, все свои, как у себя дома. Это очень хорошо. Все внимательные девочки, все надо мной сразу скружились.
Все организовали, анализы, все. Такие вот дела. Эта рука под капельницей, очень неудобно снимать. Нужно было мне на ту кровать лечь. Здесь мама лежала, когда мама сильно болела. Она лежала на этой кровати. А я на сменах, когда бывала, я на этой спала. И бывает, ночами мы не спали. У нее такие боли были дикие. Просто криком хотелось кричать. Ураза. Никто не кушает. Столы все чистые. Видите, ни плиток, ничего нету. Все. Это наша кухня. Вот. Все. Вечером только кушают и все. Даже холодильники, все. Все пустое, все чистое. У девочек. Все чистотой блестит. Везде порядки. Ураза месяц мы не кушаем. Вот такие вот дела, девочки. Друзья, всем доброго времени суток. Чуть повыше. Ой, что-то мне вообще не видно. Чуть повыше подниму камеру. Расскажу вам. Значит, я сегодня прошла всех врачей. Заново сдала тест, потому что ложусь уже в больницу на проверку, заново сдала тест, прошла всех врачей, кое-кого нужно завтра пройти. Ну, в общем, лечение я уже сегодня начала. Уже были первые капельницы, первые уколы. Сейчас прибежала буквально на некоторое время домой. Мне нужно было срочно с почты забрать посылку. Я же говорю, умереть мне не дадут. Срочно прибежала, забрала посылку. Просто почему? Потому что мне нужно сделать рекламу, показать эту посылку и, чтобы я имела возможность заказать новую. Значит, девочки, друзья мои, я надеюсь, что мне станет легче, потому что у меня силы ушли полностью. Я вот и сейчас прибежала домой, покушала и легла, лежала. То есть я вот стою перед вами, здоровая тетка, полная, высокая, а вот сил у меня нет никаких. Совершенно нет у меня сил. Я просто себя выкручиваю, как лимон. Я стараюсь, я думаю, вообще, если я уйду туда, далеко куда-то в себя, то я вообще не найду потом силы оттуда вылезти. По-хорошему, да, лежать надо, как говорят, киса, как вот в больницу люди ложатся и лежат хотя бы 10 дней. Именно постельный режим, именно лежать. Сейчас мама в гостях, мама, конечно, мне не дает ничего делать. Уже 3-4 дня я так вот лежала, извиняюсь. Она мне помогала во всем, и Анжела. В общем, кушать готовили. Для меня это Анжела уборка, мама готова. Для меня это, естественно, большая помощь. У меня сейчас сил на это нет совершенно. Ни уразу держать, ни что-либо готовить. Состояние, конечно же, ужасное. Но я надеюсь, что будет лечение. Я уже тут самолечением занималась до тех пор, что мне стало только хуже. Лучше мне, к сожалению, не стало. Только хуже. Вообще слабость. Сегодня проверили. Гемоглобин вообще очень низкий. Гемоглобин 65. Вообще, как я хожу, я не знаю, как я бегаю, как я по этим рынкам бегаю со своим вот этим состоянием. Плюс гайморит, плюс ангина, все до кучи. Лежать и лежать и лежать. Сегодня заведующая поругала, киса, какие посылки, какие дела? Ты что, с ума сошла? Лежи, пожалуйста. Ты так не наберешься сил. Поднимай свой иммунитет, давай и это, то, все, подключим, все так оперативно. Девчата молодцы.
И сидели вокруг меня, пока капельницы эти капались. Заходили одна за одной, кто на смене. Ну, в общем, умереть мне не дадут, это точно. Спасибо им огромное. Девчонки у меня молодцы на работе. Все-все-все хорошие. Девочки, вещи, которые я сейчас вам покажу, что я хотела сказать, эти вещи поедут в Германию. И сегодня я это все покажу и сразу же делаю заказ, только уже будут вещи, там костюмы, что-то еще. Тоже это будет туда, этой женщине. Вы, может, помните, зимой мне приходила посылка. Даже из-за горла говорить больно очень. Вы помните, были посылки, там с Афишки 2 платья пришли, потом сладости, ну много чего пришло. Я, естественно, этим посылкам бываю очень рада, но и отблагодарить человека, быть такой совсем неблагодарной, остаться в сторонке я тоже не могу. Я в этом плане очень благородный человек. Я вижу помощь, я вижу, когда люди делают мне поддержку, мне всегда хочется хоть чем-то, что-то дать взамен, тоже чем-то порадовать человека. Я у нее спросила, что вот, ну, что надо, что можно было бы из этого заказать вам, из вещей. Но она там заказала, например, нам тоже хочется чего-то заграничного, да, так вот и им. Ей надоели уже все их конфеты, все их чаи. Я, естественно, куплю конфет дорогих разных, чаев хороших куплю, там еще кое-чего там из сладостей такого. Вот. И один раз полностью заказ я вот сделала, мне пришел товар. И сейчас я еще буду заказывать еще одну посылку полностью на всю эту сумму до нее. И если не уложусь, возможно, и третью буду посылку. И потом уже все вместе я это отправлю. Эта женщина не первый раз отправляла мне посылки. Она очень добрая женщина. Она очень сильно любит мою семью. Хотя мы совершенно чужие люди. И сейчас она опять там собирает фишки вещи и лекарства какие-то там, и это чудо-печь, и которая кофе варит машинка, и потом кухонные комбайны, она там вообще... Я, естественно, я не хочу сказать, что мне это неприятно, лицемерка я быть не хочу, мне очень приятно, плюс я знаю то, что немецкая полностью техника, и хоть техника, хоть вот это чайники, хоть холодильники, хоть микроволновки, хоть кофеварки, это все мощное качество, мы это знаем, да. Естественно, мне приятно. Но я со своей стороны, она обещала ко мне в гости приехать тоже летом. Я со своей стороны, что смогу, иншаллах, от всего чистого сердца, я тоже хочу сделать для нее что-то приятное. Ну, начнем с обзора, девочка. Она мне заказала огромное одеяло, она попросила, большое одеяло. Она говорит, мне так неудобно. Я говорю, пожалуйста, мне надо заказывать, да, для вас. По-любому надо. Я это уже решила, вы меня не переубедите. Но мне проще, мне будет радостнее отправить вам то, что вам по душе, да. Я буду радоваться. Вот человек это хотел, и я отправила, да. То, пожалуйста. Ну, в общем, она потом, скрипя зубами, со стеснениями, ну, сказала, Кис, мне, пожалуйста, большое одеяло, подушку. Ну, я заказала 2 подушки, и комплект она выбрала на свой вкус и цвет. Но я думаю, я еще закажу комплект. Это и будет 2 комплекта. Просто у нас всегда есть определенная сумма. Мы не можем заказывать. Есть определенная сумма, на которую можно сделать заказ. Пришел, прорекламировала, я опять могу делать заказ. Вот такая вот система идет. Но, девочки, сейчас начнем мы с одеяла. С одеяла. Вот такое вот огромное одеяло. Вот такое вот оно огромное. Я его сейчас достану и на кровать застелю, да, чтобы вам показать, ну, насколько оно большое, да, я хочу показать. Потому что я такими одеялами пользуюсь сама, и я знаю, что качество очень хорошее. Спасибо, Василек, большое. Я всем советую у них заказывать. И, кстати, очень недорого. Сейчас покажу вам. Девочки, я его сейчас достала. Но перед тем, как застелить, хочу показать, какое хорошее качество. Клянусь Аллахом, именно этим одеялом я пользуюсь. У меня есть выбор. Там есть одеяло и за 8 тысяч, и за 10, и за 18. Ну, дорогие одеяла я тоже буду заказывать. Это я дочка, что собираю, приданное. Там есть за 8, за 12 тысяч хорошие одеяла своим дочкам, что я собираю. Среди дорогих я тоже уже есть у меня, которые дома, и еще буду заказывать. Одно я подарила нашей старшей медсестре,
Тоже одеяло за 8 с чем-то тысяч я заказывала. Это у них, когда свадьба была, я им подарила. Вот. Ну, сейчас я застелю, я вам покажу. Ну, качество, о, супер. Я сама этим пользуюсь, вот клянусь вам. Девочки, вот посмотрите, какое оно большое. Оно заняло всю кровать. Дорогая моя, имя твое называть не буду, но ты меня смотришь. Смотри, ты заказывала большое, даже сюда не хватит. Насколько у меня огромная кровать, даже здесь не до конца. Мой плед поместился большой, а этот еще даже, видишь, сколько остается. Ты просила большое одеяло, вот я для тебя его заказала. Качество, девчонки, просто супер. Я еще хотела сказать тем, кто у меня постоянно заказывают с Германии, которые не имеют возможности с Василька заказать. Я хотела вам сказать, что качество хорошее. И много девочек у меня делает заказ. Кто не может от себя, от своего имени, вы заказываете. Я вам закажу все, что вам понравится, и отправлю, потому что качество просто супер. И недорогие, девчонки, по той цене, что там стоит, я вам и отправлю. Я не буду там ничего себе наваривать. Все, что есть, какая цена стоит, за такую цену я вам и отправлю. Очень хорошее качество. Так что, дорогая моя, жди посылочку. Сейчас еще тебе закажем, еще придет посылка, и тогда все вместе я отправлю. Ну, реально хороший набор. Одеяло, и к ним еще подушки есть. Вот хочу, чтобы вы посмотрели сейчас. Вот одеяло, верблюжья шерсть, 200 на 220. Это самое большое, что есть вообще. Хлопок 100%. Верблюжья шерсть. Да, ткань чехла, все здесь. В общем, качество очень хорошее, девочки, у них. Вот. Я же говорю, я вот сама ними пользуюсь. Я знаю, что качество очень хорошее. Так, ну дальше приступим. Покажу вам подушечки. Девочки, сейчас покажу вам подушки. Смотрите, вот такие вот две подушки пришли. Вот одна и вот такая же вторая. Они две одинаковые. Это пойдут в Германию на подарочек моей подушки. Тоже 70 на 70 они и 100% хлопок. Большие подушки. Сейчас одну достану, покажу. Ой, мягенькие. Какое хорошее качество, девочки. Какие они хорошие. Посмотрите. Огромная подушка, прям большая. И подходит под одеяло. Видите? Это я подобрала специально. Там, это ж не комплект, это я подобрала. Вы видите, да? Очень хорошее качество. Здесь тоже вот подушка, верблюжья шерсть, 70 на 70. Хлопок 100%. Мягенькие, девочки. Хорошая. Я цены скажу сейчас в конце, когда все это покажу. Я цены вам скажу. Я вторую подушку открывать не буду, потому что, ну, одеяло видно, да, хорошо. Они все одинаковые, девочки. У них качество у этих подушек одинаковое. Они Она заказывала, да, 70 на 70, большую. Я еще хотела сказать. Я спросила у нее, вам длинные? Потому что мало ли, может, у них там другие подушки. Нет, она говорит, что вот такая вот подушка тоже ей нужна. Поэтому я вторую открывать не буду. Но вы понимаете, да, что это. И комплект белье, девочки. Это она выбрала сама. Здесь буквами написано. Этот комплект она выбирала сама. Но я еще комплект закажу ей. Ну, просто я не хочу открывать. Оно упаковано так. Но все равно покажу вам. Мне хочется примерно показать. Я наволочки просто так покажу. Вы же захотите посмотреть, заказать? Конечно, вам захочется посмотреть. Девочки, еще у нее было обязательно, у нее был заказ такой был на молниях. Они пришли на молниях. Вот такие вот две наволочки. Такие вот красивые. Две наволочки. Как раз вот,
Смотрите, как раз на подушку. Видите? Вот как раз вот на подушечку. Классно, вообще супер. Две такие наволочки на молнии. Вот как он комбинирует, он не одного цвета, да? Вот я вам сейчас покажу, и вы поймете. Вот такая вот огромная простынь. Она прям будет на эту кровать. Прям. Ой. Вот такая вот огромная простынь. Красивая. Вот жалко, не показывает все равно всего, телефон не передает. А одеяло, пододеяльник уже другой. Видите? Вот так вот. С одной стороны вот такая вот расцветка. Видите? Вот такая расцветка. А здесь вот так. Ну, я сейчас покажу. На кровать постелю и покажу. Просто она тоже двухсторонняя. Здесь как просто не подушки, а здесь вот такая. Но я сейчас покажу. Потому что если плохо видно, то это не понять. Девочки, а вот чехол вот такой вот пододеяльник. Вот такой вот рисунок. А здесь с этой стороны вот так вот, как и наволочки. То комбинироваться оно будет, видите? Чехол, подушка. Вот такой чехол. И здесь. То есть вот так вот это будет смотреться. Очень красиво, мне нравится. Но я еще закажу постельное, чтобы было менять пару комплектов. Что я хочу сказать, девочки. Я очень в этом плане такой человек. Я хочу, еще раз повторяюсь, сделать отдачу тем людям, которые мне делают добро. Очень сильно боюсь быть в этой жизни неблагодарным человеком. Я в этом случае обязательный человек. Вот может быть это плохо, может быть хорошо. Вот кто сделал мне плохо, да, кто обижал меня много раз, вот я не могу, хоть я знаю, что ради Аллаха нужно простить это людей, этих и это, но все равно у меня уже, если от души, если человека отвернула, если, ну я уже не могу, да, вот относиться к нему как раньше, все, уже, ну, меня ломает внутри. Вот такой я человек. Хорошо это или плохо ли, не скажу, что хорошо, наверное, нужно всех прощать. Но простить и лицемерить так я тоже не могу. Вот я такая, какая есть, вот я открыта, я не могу по-другому. Ну и в тот же момент люди, которые мне сделали добро, которые делают, остаться без благодарности, просто давай, давай, шли мне, ой, хорошо, я не хочу. Я как бы не хочу оставаться в долгу перед человеком. Человек сделал мне добро, она с меня не требовала этого ничего, ни в коем случае. Ничего не просила, но просто она говорит, у нас, киса, нет таких расцветок красивых. Я еще и полотенце большое отправлю, сейчас покажу вам. Мне девочки вперед приходили большие такие полотенца, огромные прям, громадные. А качество у них вообще супер, выбитые. Настолько хорошее качество. Я это все слаживаю, думаю, когда ей буду отсылать посылку, я это все, иншаллах, отошлю ей. Потому что этот человек очень много для меня сделал добра. И я тоже хочу быть, тоже хочу сделать добро. Вот, девчонки, на этом все. Кстати, но это уже, наверное, будет в следующем ролике. Мне еще пришла посылочка с цветами. Одна женщина прислала мне много цветов посадить, но я еще ее не открывала. Я открою, обзор покажу. Мы с мамой посадим их. В общем, покажу вам потом, что за цветочки. Спасибо большое. Еще говорила вам, скажу цены. Девочки, скажу цены. Смотрите. Одеяло верблюжья шерсть. Оригинал 200 на 220. 2 на 2,20. Огромное одеяло, да. Оно стоит 4790, ну почти 5000. Но оно огромное одеяло и капитальное. Просто капитальное. Это смешная цена. Поэтому, если кто хочет заказать, потому что но нет возможности, кто-то где-то живет там за пределами, да, кто не может с Василька, напишите мне на WhatsApp, я закажу все, что вам понравится. Ссылку на их Instagram, на их интернет-магазин я оставлю в описании. И вы сможете смотреть, да.
Также у них есть в Телеграме страничка, Телеграм-страничку я закреплю. Вы можете посмотреть и выбрать, если кто не может, кто за границей, в Германии, там, где живет, в Австрии, во Франции, Белоруссии, там, да, то напишите мне на WhatsApp. Я так давно работаю с девочками, они у меня заказывают. Я им заказываю детские вещи, так и отсылаю. Модель у нас есть. Софишка все покажет. Дальше. Подушка верблюжья шерсть. Она одна штука 1349, две подушки на 2698 рублей у меня вышло. И комплект двухспальный на молнии, наволочки 70 на 70, 2781. В общем, всего товар 10 866 на 11 тысяч. Вот этот весь товар, что я заказала. Это и одеяло огромное, это две подушки, это комплект. Ну, согласитесь. И тем более все качественное, все очень и очень хорошее. Ссылочку на Иванова, на полностью, на Василек, интернет-магазин Василек, я оставлю в описании. Вы посмотрите. Сейчас, секунду. Я хотела сказать, девочки, мне удалось сотрудничать со многими фирмами, текстилями. Я хочу сказать, что Василек идет на первом месте. Это супер. С ними можно работать, сотрудничать. Всегда все вовремя. Если чего-то нет, они предупреждают. Конечно, насчет посылки я тоже хотела сказать. Посылка не так, что вы заказали и вам завтра уже собрали. Как и от меня многие требуют. Если вы сегодня заказали, уже завтра, послезавтра, киса, когда такого нет и не будет нигде. Понимаете? Порой люди ждут даже месяц. Почему? Потому что вот я заказываю, да, Васильке, например, посылку. Все, заказ сделала. Через 2-3 дня мне приходит оповещение, что заказ принят и передан на рассмотр. Потом в течение 5-6 дней они собирают, потому что таких, как я, много. И где-то через 8, через 9 дней мне посылку высылают. Понимаете, когда людей много, за 2 дня собрать человеку посылку, это просто нереально. Вас у меня тоже много, и таких, как я, у них много. Понимаете? Вы же должны иметь в виду то, что вы не одни у меня. И писать тоже, строчить одно за одним. То написали, киса, так и так, я всегда отвечу. Потому что эти дни в больнице люди и строчат. Ну, я уже сказала, что я прохожу больницу. Ну, как-то, я не говорю мне не писать. Писать, конечно. Но как-то это все в одном сообщении. Киса, я хочу заказать то-то, то. А не по 100 штук голосовых. Бывает, отправляют голосовые, каждое голосовое по 5-8 минут. Девочки, 6-7 от одного человека. Я когда это смогу все слушать? Ну, пожалуйста, ну, будьте, пожалуйста, не обижайтесь, но надо как-то это понимать. Понимаете? Вот этот момент, это очень... Не голосовым желательно, а написать, киса, я хочу вот платье, вот фотографии, расцветка. Либо я хочу там посуду, вот фотографии. Либо я вот хочу вот полотенце, вот фотографии. Писать они. А когда строчат голосовым, бывает, одна женщина недавно прислала 8 голосовых. Каждое голосовое по 7-8 минут. Она женщина в возрасте, ей, может быть, делать нечего, она сидит. Некогда это все слушать. Мне таких, как она, очень много. Я просто без обид, клянусь вам, там, заелась, зажралась, что-то из себя представляю. Клянусь Аллахом, этим священным месяцем ничего такого нет. Ну, просто поймите меня правильно, я же тоже семейный человек, у меня семья, дети, помимо вас. Написали, киса, вот это, вот фотографии, размер, я это хочу, все. Я как найду время, прочитаю, я обязательно приму заказ. Когда мне будет время, я обязательно отвечу. Нечестно с вами я ни с кем не поступлю, потому что мне это просто невыгодно. Иначе вы просто не захотите со мной больше работать. Вот и все. Мне выгодно вас принять и вам хороший заказ, как то, что вы хотите отправить. Понимаете? Все, всем пока. Может быть, еще в больнице сниму сегодня. Ну, не знаю, это видео как выйдет у меня. Ну, в общем, не судите строго. Вы мои самые лучшие. Я еще раз повторяюсь, ту поддержку, что вы для меня сделали, не всякие люди из родни такое сделают. Спасибо большое. Просто до слез. До слез, честно. У меня сейчас просто такая слабость. Но, иншаллах, будет все хорошо.